ребята. Сюда проходим. Становимся в круг. В круг давайте становимся. Такой тесный круг. Ага. Так, у нас позитивный настрой, да? Психологический настрой. Называется «Передай сердечко», да? Я желаю тебе хорошего настроения. Желаю тебе счастья. Желаю тебе удачи. Желаю тебе всего самого лучшего. Желаю, чтобы каждый день. Желаю тебе здоровья. Желаю тебе хорошего. Желаю тебе хороших. Желаю тебе своего самого лучшего. Желаю тебе хорошего настроения. Желаю тебе успеха. Вам ли? Желаю вам успеха. Так, садитесь, спасибо большое. Так, ребята, на прошлом уроке мы прошли тему поэт и гражданин. И поняли, какой нелегкой была жизнь Ахмета Байтурсынова, да? Так, следующий раздел урока называется «Реальность и фантазия». И тема связана со словом «жизнь». Смотрите эпиграф. Жизнь – это море. Плыть желаешь? Построй корабль из доброго дела. Это слова персидского поэта Рудаки. Так, теперь, пожалуйста, смотрим на иллюстрацию. А здесь это кто у нас? Чингис Айтматов, правильно? Значит, у нас жизнь – это море тема. Здесь у нас Чингис Айтматов, его легенда о рогатой матери Алимихе, белый пароход. Так, первый урок у нас – это Чингис Айтматов. Так, теперь смотрим на репродукцию, да? Иллюстрация художника Святозара Острова, извиняюсь. К повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Смотрим на эту иллюстрацию и, пожалуйста, поделитесь впечатлениями. Что вы здесь видите? По одному, пожалуйста. Давайте, кто? Красивая картина. Красивая картина. Давай, Саива. Очень прекрасная картина с изображением белого фантастического оленя. Угу. Давай. А? Ага, вокруг леса и горы, да? Ага. Какой фон здесь картины? Черный. Темный, да? Ага, видите, темный тона. Видно, что это происходит ночью. И видите, здесь какой красивый Морал. Да, белый, да? Морал. Какой он? Белый. Волшебный, да? Сказочный, да? Морал. Понятно вам? Понятно. Поделились впечатлениями, да? Так, теперь идем дальше. Так, работа у нас в группах. Сюда выходим все. Все выходим сюда. Так, берете картинку. Здесь у нас картинка море и озеро. Видите? И садитесь. Так, море садитесь вот сюда. Море вот сюда садится. Море. Так, озеро туда садится. Море. Так, тихо. Не разговаривай. Быстренько садимся. Так, быстренько. Быстро сели. Так, ладно, сидите. Так, теперь, пожалуйста, работа у нас группа. Первая группа для вас задание. Прочитать вступительную статью, выбрать из нее понравившуюся вам цитату и заполнить трехчастный дневник на странице 171, 172. Открывайте.
открываемся. Так, вам задание, вторая группа. Так, прочитайте тексты из книги «Литература». В чем отличие мифа от сказки? Упражнение 2, страница 173. Открываем. Так, миф от сказки, да? Читаем. Так, вы читаете эту статью. Вот эту статью полностью читаете. Про Чингиза Айтматова. Вы чем отличается миф от сказки читаете? Понятно? Читайте внимательно, все читайте. Не разговариваем, молча читаем, друг другу не мешаем. Прочитали, да? Да. Так, можете написать здесь, можете набросать то, что... Можете маркером, можете так написать, ручкой. Так, все. Вы пишите вначале цитату, да? Потом комментарий и потом вопрос учителю. Так, вторая группа. Вы пишите, что в чем отличается миф от сказки. Да, пишите. Тихо. Так, готовы, да? Нет? Ну, давайте. Еще минутку даю вам. Только минутку. Так, готовы? Кто будет отвечать? Давайте. Отличие мифа от сказки. В мифе всегда
снится, то о чем рассказывается? Рассказывается, да? Ага, спасибо большое. Все согласны? Да. Так, давайте вторая группа. Вы готовы? Первая группа, извиняюсь. Готовы? Давайте. У него, Так, цитата. у него было две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Комментарий. Мальчик расстроен. Расстроен, да? Ага. Еще? Затем, что не осталось никакой сказки. Угу. Вопросы к учителю. Ага. Почему у него не осталось ни одной сказки? Ага, спасибо большое. Молодцы. Так, молодцы. Обе группы справились с заданием. Какого появления? Так, значит, 2 балла вам, 2 балла вам. Понятно? Да. Так, теперь, пожалуйста. Открываем все страницу 173, упражнение 3. Упражнение 3. Открыли? Да. Так, краткое содержание. Читаем. Так, читаем. Давайте, кто будет читать? Так, давай, Саиба, начинаем. Тихо. Герои повести обитают в глухом районе, расположенном вблизи границы, куда изредка заезжает автолавка. Ближайшая школа находится в нескольких километрах. Главный персонаж – 7-летний мальчик, имени которого автор не называет. Был единственным мальчишкой на 3 дома. Появление магазина на колесиках – настоящее событие в этом селе. Мальчик, увидев автолавку, побежал возвестить всех об этом, не сказав ни слова камням, которые лежали на земле. Каждому из них он уже давно дал имя. Верблюд, седло, танк. Таковы имена булыжников, с которыми общается одинокий 7-летний мальчик. Ага, спасибо. Давай, Айдана. У него не было друзей, поэтому им стали камень, вино, а потом и новенький портфель, купленный в автолавке. Среди растений у него есть и бубенчики, и враги. Мальчик любит пробираться в заросшие щелочины. Здесь он укрывает от неродной бабки. От неродной бабки. Неродной бабки. Когда хочется поплакать, в такие минуты ему хочется стать рыбой и уплыть далеко-далеко, чтобы другие спрашивали, а где же мальчик, куда он пропал? Ага, спасибо. Теперь, пожалуйста, вам задание. Ответить на вопрос, почему с собеседниками мальчика были камни, бинокль, а потом и новенький портфель. И второй вопрос, почему ему иногда хотелось стать рыбой и уплыть далеко? Пожалуйста. Саиба уже готова, да? Еще кто-нибудь готов? Пожалуйста. Саиба, на какой вопрос отвечаешь? На первый? Ага, отвечай. Почему с собеседниками мальчика были камни, бинокль, а потом и новенький портфель? Слушаем. Потому что у него не было ни одного друга. Он был одинок и стал их другом. Угу. Они его были друзья. Булыжники, вот эти камни, это его друзья. Ага, спасибо. Так, второй вопрос. Почему ему иногда хотелось стать рыбой и уплыть далеко? Кто ответит? Давай, Асимай. Чтобы другие спрашивали, где мальчик, Угу. который пропал. Почему он прятался? Почему он хотел стать рыбой? Когда ему хочется что? Поплакать, правильно. Когда ему хочется поплакать, да? Да. В такие минуты ему хотелось стать рыбой и уплыть далеко-далеко. Понятно вам? Да. Понятно. Видите, интонация здесь далеко-далеко, чтобы никто его не нашел. Правильно ты говоришь, Асима, чтобы спрашивали, а где же мальчик? Куда он? Да куда он пропал? Понятно вам? Да. Понятно. Спасибо. Так. Каждый себе сейчас поставьте оценки. Каждый себе. Может, вы по-другому поняли. Каждый себе поставьте оценки. Вот за это. Каждый за себя. Может, вы ответили не как Саиба.
красиво, не как Асимай. Может, по-другому у вас ответы. Понятно? Так, всем хватило, да? Вам хватило всем? Да. Вам хватило? Пожалуйста. Себе баллы поставьте там. Максимальный балл 6 баллов. Если не до конца поняли, 3 балла ставьте, там 4 балла. Понятно? Если все понятно, 6 баллов. Вот сюда ставите баллы. Вот сюда общий балл поставьте, можете тут поставить баллы и общий сделать. Понятно? Так, все. Потом не сдадите. Так, теперь дальше идет задание у нас. Открываем опять учебник. Так, пожалуйста. Упражнение 4. Страница 174. 174. Слушаем. Внимательно. Отрывок из повести. Внимательно слушаем. Старика Мамона, которого многомудрые люди прозвали расторопным Мамоном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Мамон заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как и не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Мамону с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу, а Мамон был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников. Ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. А иные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Мамон с работой, говорили: что бы мы делали, если бы не расторопный Мамон? И никто не удивлялся, что старый расторопный Мамон прислуживает гостям. На то он и есть всю жизнь расторопный Мамон. Сам виноват, что он расторопный Мамон. Если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты старый человек на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни? Мамон отвечал: покойный был моим братом. Всех бугинцев он считал братьями, но не в меньшей мере они приходились братьями и другим гостям. Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы бугинцы и в родстве от самой прародительницы нашей, рогатой матери Оленихи. А она, причудная мать Олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти. Вот такой он был, расторопный Мамон. И старый, и малый были с ним на «ты». Над ним можно было подшутить, старик безобидный. С ним можно было и не считаться, старик безответный. Не зря говорят люди: не прощают тому, кто не умеет заставлять уважать себя. А он не умел. Он многое умел в жизни, хотя и числился подсудным рабочим. За лесом-то следил он, а у Роску взять его большой частью по гостям разъезжал. Да и наружность Мамона была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости, нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и роста небольшой, шустренький старичок, как подросток. На что борода? И та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке 2-3 волосинки рыжеватые. Вот и вся борода. Он был чудаком, и относились к нему как к чудаку. Вот теперь, пожалуйста, ПОПС формула. Если вы поняли, пожалуйста, нужно заполнить ПОПС формулу, да? Вначале у нас идет что? Позиция, да? Я считаю, как вы начитаете?
я считаю, как вы начнете, что старика прозвали расторопным и продолжите. Понятно? Так, заполняйте формулу, позиции. Я считаю, что старика Мумуна назвали расторопным и продолжите. Потом идет объяснение, обоснование, потому что можете брать прямо из текста, правильно? И подтверждение, это примеры из текста. Из текста, 2-3 примера можете из текста показать его расторопность. Почему его назвали расторопным? Третье следствие. Делаем вывод. Вторая группа, шумите много очень. Когда я разговариваю, пожалуйста, не шумите. Так, следствие. Начинается с слов следовательно, или у вас есть там другое слово, да? Какое? Можно сделать вывод. Пожалуйста. Заполняем. Я вам дала всем. Это называется у нас прием ПОПС формула, да? Видите здесь? Вы это уже проходили. ПОПС. ПОПС вот считается. ПОПС формула. Заполняете. Которая состоит из 4 частей. Дальше. Старика Мумуна прозвали расторопным. Пиши, я считаю, что старика Мумуна прозвали расторопным. Кому еще хватило? Хватило всем? Да. Пиши.
пожалуйста, закругляемся. Кто ответит? Пожалуйста, ПОПС формула. Еще, кроме Саида, кто готов? Остальные почему сидим, молчим? Нурлан готов? Почти готов. Давай, быстренько. Давай, Саиба, свое прочитай. Потом вы кто-нибудь свое. Слушай внимательно. Вот, я считаю, что старика Мауна прозвали расторопным. Расторопным. Потому что он всем был приветлив, всегда был готов помочь или услужить. Мгм. П. Это подтверждается фразой «прозвище такое Маумун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал. Мгм. Своей готовностью всегда что-то сделать для любому услужить». Мгм. С. Можно сделать вывод, что старик Маумун был добрым, приветливым, услужливым, за что его и прозвали расторопным. Мгм. Еще он был Чудаковатый. чудаком, да? И относились к нему как к чудаку. Угу. Ну ладно, давай ты. Почти готов, давай. Теперь, наверное, готов? Читай. Я считаю, что стариком прозвали расторопным, потому что он был старый и малый, он много умел в жизни. Угу. Примеры из текста. Он везде успевал, да? Да. Дальше еще. Ни одни поминки не обходились без него, без старика, да? Всех земляков он считал своими братьями, правильно. Угу. И последний, Нурлан, следствие С. Что ты написал? Что он был безобидным, умным. Угу. Он был безобидным, он был добрым, да? Он был чудаком. И все относились к нему как к чудаку. Что такое чудак? Вам непонятное слово? Да. Угу. Что такое чудак? Это очень странный человек. Странный человек. Так, теперь открываем тетради. У нас формативная работа. Пишем сегодняшнее число. Сегодня какое у нас? 20. Пишем. Так, задание просто пишем. Задание. Так, переписываем вот этот текст и старый, и малый. Можете не его переписывать, а вы пишите из него выделенные слова. Какие выделенные слова у нас? Безобидный. Ага, старик безобидный пишите. Безответный. Старик безобидный пишите. И второе, старик какой? Безответный. Безответный пишем. Старик безответный. Так, пожалуйста, как вы понимаете смысл этих слов? Значение. Что такое безобидный? И что такое безответный? Пишите. Так, пишем сами в тетрадях. Сейчас кто-нибудь пойдет к доске и допишет.
Старайтесь писать без ошибок. Так, пожалуйста, кто напишет старик безобидный? Не причиняющий Не причиняющий. что? Обиды Обиды или? Вреда. Иди пиши. Водяная, иди пиши. Молодец. Не причиняющий обиды или вреда. Мгм. Причиняющий. Причиняющий. Мгм. Обиды. Или вреда. Или вреда. Так, она без ошибок написала. Угу. Причиняющий. И здесь только. Внимательно написать. Причиняющий. Обиды или вреда. Правильно у всех такой ответ? Да. Может, у кого-то по-другому? Нет. Так, теперь, пожалуйста, старик безответный. Не дающий ответа и Угу. Саиба. Следующий ответ или опора, не влезающий в конфликт. Угу. Неспособный Дать. дать ответы или возражать, да? да. Конфликтовать, да? Можно? Да. Ага. Кто напишет? Айдана или Саиба? Саиба, иди пиши. Ага. Пишем. Безответный. У кого-то другие, может, ответы есть? Он был добрый и Не способный возражать, да? Или не умеющий можно, да? Не умеющий возражать. Пишите. Дать отпор. Ага. Молодцы. Так. Значит, задание мы выполнили, да? Видите, выделенные слова мы что сделали? Угу. Написали да. значение, растолковали эти слова. Правильно? Да. Так, все справились с этим заданием? Кто у нас не справился? А? Кто не справился? Есть такие? Да. Раслан справился? Что ты сегодня молчишь, сидишь?
Еще не проснулся, что ли? Так. Теперь, пожалуйста, давайте читаем 8-е задание по цепочке. Можно я? По цепочке. Давай. Читай. Федеральное предавление. Временно жил в одной космической планете на берегу. Большой и холодный реки. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. Теперь эта река лилась везде. Откуда она называлась Енисей. Ага, дальше. Асимай. По цепочке. Разные народы стояли на Энесе. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянном браже. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие. То киргизы сами ходили на бегах, на других угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Появилась вот такая странная птица. Пела пока не очень до рассвета жалобным голосам Жалобным голосом. голосом говорила, Приговаривала. с ветки на ветку в великой беде, Быть в великой беде. быть в великой беде. Так он случилось, Так оно и случилось. оно случилось, настал тот страшный день. Спасибо. Давай, Ярослав. В тот день киргизское племя на Енисее хоронило своих врагов вождя. По давнему обычаю все вождя полагалось вместе за последний путь берегом Енисеевского прибыли и меча, чтобы веселый русский раз пришел миршигу с материнской рекой Енисей. Ветрена, это мат Асай, это Русорек. Ага, спасибо большое. Так, до конца вы прочитаете полностью. Правильно? В учебниках прочитаете. Белый пароход, отрывки, да? И по хрестоматии прочитаете. Понятно вам? Так, домашнее задание пишем. Домашнее задание пишем. Домашняя работа. Пишите все. Домашняя работа. Так, упражнение 6. Ага. Упражнение 6. Страница 175, да? Ответите на вопросы. Правильно? Да. Так, и дальше прочитайте. Можете фильм посмотреть. «Белый пароход». Есть такой фильм. Понятно вам? Так, теперь, пожалуйста, у нас рефлексия. Пожалуйста. У меня была проблема, но я Так. решилась. Свои, пожалуйста, ваши впечатления на этот урок. Ваши, свои впечатления. Как вы справились с заданием? Не справились? Пожалуйста. Кто У прочитает? меня было Асимай, давай, тихо. Ага. У меня были проблемы, но я старался. Ну, я справилась. Справилась. Мне Ага. тоже. Так, еще. Так, дальше. Мне все удалось. У кого? Удалось. Ага, мне все удалось. Так, Саиба, еще кому удалось все? Все удалось. Так, у меня ничего не получилось, но я старался. У кого? У меня ничего. У тебя, да, Нурлан? Ага. Еще? Айден, почему? Ты же у нас всегда хорошо работал. Сегодня что? Так. Пожалуйста, кто добавит еще? Почему у кого у меня были проблемы, но я не справился, например. В каком задании вы не справились? Второй. Во втором задании? А? Задание по Опс формула, да? Трудное было задание. Конечно, это задание у нас обобщающее задание. И оно трудное, да, опс формула. Еще какие задания были трудные? Были задания трудные? Легкие, да?
Ничего такого трудного не было. Правильно. Просто надо было внимательно читать, внимательно читать. Так, пожалуйста, давайте продолжим читать. Продолжим читать. Давайте продолжим. Кто читает дальше? Жаслан? Нурлан читает. Утром того дня солнце уже уходило на 2 минуты, когда закончили, было все приготовлено. И тут случилось невидимое. Скачи не раздавали, и не сойшли между собой, но в дни хором воды не принято было идти война на соседей. А теперь получится врагов, незаметно обладающих нас рассвета. Вооруженная убежала становщая кыргызов. Искочила из укрытий сразу со всех сторон. Так что никто не успел сесть за седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное Побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончиться дерзким племенем кыргызов. Киргизов. Ага, спасибо. Давай, Богдан. Враги. Враги ликовали перед всеми нашими предками, и сам наши, перед стадом нашим. С высоты добычи уходили враги, и не заметили, как вернулись из леса 2 детей, мальчик и девочка. С лесорубным дорогам бежали дети с плачем и гробом. Только дети могли поступить, если им удалось закрыться от людей. Они физически собирались, толпы вообще бежали мальчик и девочка. И так бежали. Решались только дружки и не летели как уснули. Ага, спасибо. Дальше кто? Давай, Саида. А когда проснулись мы, смотрят, внизу на широком зеленом лугу великое пиршество. Враги признавали, праздновали свои победы. Ага, спасибо. Так, дома прочитайте и упражнение полностью прочитайте, упражнение 6, страница 175. Так, все стали. Все стали. Так, пожелаем сегодня всем удачного дня. Давайте. Желаем. Спасибо вам, Идите свободны.